Здравствуйте! В эфире криминальная передача «Дело номер 8» и я, ее ведущая, Альфия Мингазова. Фрэнк Уильям, король Вагабонд, Дорис Пейн, Сонька Золотая Ручка – те, о ком сейчас я буду рассказывать, этих людей, возможно, ставят в пример. В Жамбылской области, по последним данным, идет рост преступности. В основном огромное количество преступлений – грабежи, разбой и воровство. Думаю, вы догадались, речь пойдет о крупном ограблении последнего времени. 28 декабря 2015 года двое мужчин совершили ограбление дома. Позже один из них в составе преступной группы, вооружившись пистолетом и ножом, совершил нападение на магазин сотовых телефонов. К счастью, все обошлось без кровопролития. Однако история-то весьма интересна и загадочна. Давайте вернемся в этот день. Там сразу два эпизода. Одному из жителей города стало известно о том, что в доме успешного предпринимателя хранится значительная сумма наличных денег. Наверняка тогда его и посетила мысль совершить разбойное нападение. Договорился со своими знакомыми Бекежановым и Байназаровым. Он рассказал, что знает, во сколько хозяева уезжают по своим делам. А в курсе этого всего он был потому, что являлся другом сына хозяина дома. Он бывал в этом доме, потому что был знаком с потерпевшим, бывал дома. И вот он, зная, что они успешно занимаются бизнесом, что в доме есть достаточно хорошо зарабатывает семья, в доме должны быть деньги наличные, и предложил совершить разбойное нападение своим друзьям Байназарову и Бекежанову. Они сразу же согласились и даже выбрали машину Volkswagen Passat, владельцем которой был Бекежанов. Подумав о том, что номер может засветиться, они украли у точно такой же государственный номер. Вечером преступники проехали к дому своих будущих жертв. Там они пробыли всю ночь. Под утро, проснувшись, наблюдали, как из дома выезжал отец, затем сын. Убедившись, что дома теперь никого нет, вооружились неустановленными пистолетами, перелезли через забор и пошли совершать задуманное. Однако, когда уже до желаемого оставалось совсем немного, увидели, что дом вовсе не пустой, в нем еще находилась и дочь предпринимателя. Она попыталась закричать, они сразу ей закрыли рот, затащили домой, связали руки скотчем и в одну из комнат закрыли. Сами начали дом обыскивать, дома обнаружили деньги, там, по-моему, 900 тысяч тенге, по-моему, обнаружили, там какие-то драгоценности, часы дорогие хозяина дома. С девушки с этой сняли кольца, серьги сняли, которые на ней были. В общем, ну, искали еще, они требовали еще, где та Ахша Хайда, где еще деньги, давай нам еще деньги. Она говорит, я не знаю, где деньги, возможно, денег нет. В общем, пока они весь дом двухэтажный, пока они весь дом обыскивали, девушка смогла, ей скотчем руки связали, она смогла руки развязать от скотча, а у нее телефон был сотовый, и они пока были в доме, она позвонила своим близким, отцу позвонила, братишке, что в доме воры находятся. Заподозрив неладное, они убежали из дома. В это время приехал отец, брат, соседи начали собираться. Потому что, когда девушка позвонила своим близким, те, в свою очередь, обратились в полицию. Третий их друг остался на улице возле своего автомобиля. Машина стояла недалеко от дома, а те, в свою очередь, обошли дом и сели в такси. Бекежанов хотел уже уезжать, но в это время соседи рассказали сотрудникам полиции о подозрительной чужой машине. Бекежанов только начал уезжать, и сотрудники полиции его остановили. Сотрудники полиции его остановили, начали его обыскивать и обнаружили при нем похищенные часы потерпевшего, начали маски, открыли багажник, в багажнике монтировки разные, болгарки, перчатки, маски, в общем, все вот это специально, все, что нужно для того, чтобы совершать преступление. Тут же приехал потерпевший, опознал свои часы. Бекежанову ничего не оставалось, как сразу же признаться на месте о содеянном. И рассказал о том, кто ему помог преступление совершить. Баймуратов был задержан гораздо позже. Пока он находился в розыске, ограбил еще и магазин. Месяц спустя, это получается 28 января 2016 года, Баймуратов, не преданный судом, неустановленным судом по имени Жандос, также в масках, в медицинском, вооружившись, значит, неустановленным следствием, ножом и пистолетом, совладели имуществом ТО «Аймакси», находящийся по улице Казбек-Би, 138.
Тогда они похитили 19 сотовых телефонов марки iPhone. Только радоваться долго не пришлось. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции преступника нашли сразу. Тогда ему и пришлось сознаться сразу в 2 преступлениях. Мы начали в суде просматривать вот эту видеозапись, которая в WhatsApp была. У нас оборудование современное в суде стоит. Мы включили в компьютер эту запись, и оказалось, что есть звук. Все, что не просто видеозапись, а еще и вот то, что там он говорил, давай, вытаскивай, ложи, все эти слова, которые говорил преступник, все записаны. Ну и явно похож голос на этого Баймуратова. Мы назначили судебно-видеофонографическую экспертизу, взяли образцы голоса Баймуратова, назначили экспертизу, и экспертиза дала заключение о том, что на вот этой записи голос принадлежит Баймуратову. Все, Баймуратов прочитал это заключение экспертизы, сказал, ну хорошо, я сдаюсь, да, и это преступление тоже совершал. Бекиржанов ранее судим по изнасилованию в 2007 году, в 2009 году также аналогично по разбою нападения. Приговором суда Баймуратов признан виновным в грабеже и разбое. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретенного за счет денежных средств. Отбывает наказание он в исправительной колонии строгого режима. Бекиржанов, в свою очередь, тоже признан виновным в грабеже. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и также в колонии строгого режима. В его действиях признан рецидив преступлений с осужденных в пользу потерпевших, взыскан материальный ущерб. Потерпевшими был заявлен гражданский иск. По первому эпизоду 900, так, 1 020 000 тенге был заявлен гражданский иск. По второму эпизоду 4,5 миллиона тенге по гражданский иск. Полностью эти гражданские иски нами были удовлетворены. И приговор был обжалован обоими подсудимыми Бекиржановым и Баймуратовым. Приговор был обжалован в апелляционную судебную коллегию. Там приговор был пересмотрен в вышестоящей инстанции, и он вступил в законную силу, был оставлен без изменений. Статья 191 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Грабеж. Часть 3. Грабеж, совершенный в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Статья 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Разбой. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению или с угрозой непосредственного применения такого насилия. Часть 4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, если они совершены пункт 1 преступной группой, пункт 2 в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Наша съемочная группа в очередной раз отправилась в не особо отдаленные места. Моим собеседником в этот раз стал парень, совершивший особо тяжкое преступление. Он попросил не показывать его лица, не называть имени и фамилии. Однако его откровение не оставит равнодушным ни одного человека. Он был еще совсем молодым, когда совершил преступление. Потерял семью, работу, вся жизнь пошла под откос. А ведь учился на психолога. Впереди большой непройденный путь, куча амбиций. Про все это пришлось забыть. В разговоре со мной он объяснил, почему совершил преступление. Забегая вперед, скажу, что не только я, но и вся съемочная группа была шокирована. Внимание на экран. Закончил среднюю школу, затем высшее образование не закончил, не успел получить, так как попал сюда. Поступал на педагогический факультет. Тут так жизнь сложилась, что попал сюда, совершил особо тяжкое преступление в молодости. Занимался спортом в свободное время. Свободное время проводил с близкими, с родными, с друзьями иногда. Совершил преступление, то есть убийство человека, конечно, без намерения это сделать, но получилось так, что я это совершил. То есть хотел заступиться за друзей и
получилось так, что 96-я, вторая — это особо тяжкое преступление, убийство человека. 103-я, вторая — это тяжкое преступление, тяжкие телесные повреждения. 257-я — это хулиганство. Тоже тяжкое преступление. Так как этот день для меня очень изменил мою жизнь, я бы не хотел вспоминать. Так как я в этот день изменил мою жизнь, сломал мою судьбу. Ну, то есть я сам был причиной эти сделал. Так как я был молодой, я совершил все это по молодости. Очень раскаиваюсь все это время, сидя здесь. Понимаю, осознаю ценности жизни, и что нет лучшей радости, как находиться на воле с родными и близкими. Я был женат, когда на момент совершения, тогда, когда совершил преступление, был женат, у меня был ребенок. Только-только всю жизнь начиналась, можно сказать, и все. Не один день, а один день все изменил. То есть глупость какая-то. Ну, это было, все было так спонтанно, ну, было гнев, можно сказать, я так больше как хотел заступиться за друзей, ну, получилось так, что совершил такое особо тяжкое преступление. Первая цель в жизни, конечно, это выйти отсюда с чистой совестью. Мечта, чтобы вернуться к родным и близким, воспитать сына. Ну, можно сказать, всегда, я думаю, так как сожалею я. Свобода, то есть свобода очень дорогая вещь для человека. То, что это, когда человек находится в неволе, он очень сожалеет об этом, как бы ни было. По некоторым обстоятельствам мы развелись. Но ребенок у меня, то есть родители воспитываются. Ну, причины были такие, что я неправильно себя туда повел, может, ну, как бы первое время сразу, то есть не развелись, а мы еще 8 лет, на протяжении 8 лет почти она приходила ко мне, то есть на свидание, как все. Потом не сошлись мы там, в отношении вопросов. Там. Тем не менее, есть надежда, уже немного осталось, уже подойдет законное, условно-досрочное освобождение, право на условно-досрочное освобождение. Я очень надеюсь, так как сейчас в Казахстане сейчас была гуманизация. Ну, если бы я был на свободе, не знаю, чем занимался, но знаю одно, если бы не допустил такую ошибку роковую, то у меня было бы сейчас все нормально сейчас, в данное время. Никому не хочется оказаться преступником. Есть мечты, как вы до этого спрашивали, я уже говорил вам. Заново, все начать заново, то есть жизнь на этом не заканчивается. Тревожный показатель. В Жамбылской области растет уровень подростковой преступности. Характерными показателями здесь являются увеличение количества несовершеннолетних, а также числа неблагополучных семей, взятых на профилактический учет. По словам ответственных лиц, здесь ведется самая углубленная и непростая работа. Наша съемочная группа решила совместно отправиться в очередной рейд под названием «Мирас». И только за первую такую ночь по городу мы выявили 37 правонарушений. Вы не трезвый, так? Да. Я имею право. Я дома сидел, пил. Хорошо, Все? пожалуйста. Все, во-вторых, вы кишин. Вам кем-то приходится, девушка? Он сейчас вас насильно удерживает? Насильно удерживает?
С 25 января текущего года на территории области проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Мирас». Цель его – выявить правонарушения среди несовершеннолетних. Проводится такой рейд постоянно, так и наша съемочная группа решила совместно с сотрудниками полиции поучаствовать в нем. Самое главное, что они не совершили преступления, тяжкие преступления. Мы проводим, выявляем правонарушения, привлекаем родителей также. И несовершеннолетних ставим. Если повторно они где-то выявим, мы их ставим на профилактический учет. Уже в первый день УПМ по области было выявлено 115 административных правонарушений. По Таразу – 37. Это несовершеннолетние дети в увеселительных заведениях в ночное время суток, продажа табака и табачных изделий, алкоголя. Также выявляют нахождение несовершеннолетних вне дома, в развлекательных заведениях ночью без сопровождения законных представителей. С нами дежурили и завучи школ. Ну, мы будем надеяться на хорошее, что наши ученики не будут нам попадаться. Но даже если, не дай бог, такое произойдет, я думаю, мы проведем все необходимые мероприятия, составим протокол вместе с сотрудниками, вызовем родителей, предупредим их и, надеюсь, больше в дальнейшем повторяться такое не будет. Работа ведется по многим направлениям. Непосредственно недопущение нахождения несовершеннолетних – это идет отдельное направление нашей работы. Это постоянное информирование родителей и учеников на классных часах, на родительских собраниях, размещение разной информации на стендах, буклетах. Плюс у нашей школы есть официальный сайт, на котором мы постоянно систематически размещаем эту информацию. Согласно административному законодательству, после 22 часов дети не имеют права находиться в развлекательных заведениях. При обнаружении несовершеннолетних после указанного времени в развлекательных заведениях их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 442 части 1 в виде штрафа в размере 3 МРП. Кроме того, будут привлечены к административной ответственности и руководители этих заведений. Буквально 3 дня назад Жамбылский суд признал виновным жителя Меркенского района. Педофил 5 лет издевался над 2 дочерьми своего друга и все это снимал на камеру. В телефоне преступника следователи нашли массу неопровержимых доказательств. По материалам суда извращения начались, когда близняшкам было всего по 3 года. 43-летний извращенец, оставаясь наедине с девочками, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера. Свидетельницей такого преступления случайно стала 10-летняя гостья. Она же и рассказала родителям пострадавших. Однако мать и отец девочек не обратились к полицейским, а лишь настояли на переезде Тулеева в другой аул. Сам преступник проигнорировал требования родителей, свои утехи снимал на видео и фото. У самого педофила 3 своих несовершеннолетних детей. Вину не признал и даже решился подать апелляцию. Его осудили на 17 лет колонии строгого режима. Физическое здоровье 8-летних близняшек врачи оценивают как удовлетворительное. Специалистов больше волнует психическое состояние. Все, что с ними происходило, девочки считали нормальным. В суде были допрошены свидетели, представители малолетних потерпевших, также малолетние девочки допросили, с участием психолога, педагога допросили и другие свидетели допросили. Тулеев знал, осужденный Тулеев знал, что дети, то есть девочки, малолетние девочки 2008 года рождения, 29 января, малолетнего возраста, умышленно с 2012 года по 2016 год, использованным беспомощном состоянии потерпевших детей, совершил неоднократно насильственные действия сексуального характера. Он не признал свою вину, он не виноват. Наша цель не напугать вас и тем более не пропагандировать действия преступников. Наша задача – предупредить, чтобы подобные трагедии не повторились и понять, почему человек вступает на преступную тропу. И не забывайте, один из основных правовых принципов – незнание закона не освобождает вас от ответственности. С вами была Альфия Мингазова. Берегите и контролируйте себя.